Май 1989 года. Встреча академика Андрея Дмитриевича Сахарова в Сыктывкарском аэропорту. На ком землю и угостить вас, но вспомни зря. Где вам звонит? Андрей Ильич, не надо ссориться. Это Генкин, брат того самого, который Иероклистик. Понятно. Спасибо. Андрей Дмитриевич, вы скажите, Револьт Иванович у нас в прессе называют антисоветчиком. Что, по-вашему, такое антисоветчик? И является ли действительно Револьт Иванович антисоветчиком на самом деле? Причина. Револьт Иванович человек с ярким и острым политическим мышлением. На самом деле он для меня один из предшественников идеологии перестройки. Лозунг, который был в кружке, в котором он участвовал, что послужило причиной его осуждения, один из лозунгов был «Вся власть советом». Если это называется антисоветческой позицией, то мне хотелось бы знать, что же такое советское. Сейчас в последнее время молодежные издания, молодежное вещание ругает за то, что мы якобы мало обращаемся именно к молодежным проблемам. Как будто существуют отдельные какие-то молодежные проблемы, молодежные темы. Как вы считаете, на чем должен делаться акценты в молодежных изданиях, в молодежной прессе? Молодежь одна из наиболее активных, может быть, самая активная часть общества. Поэтому проблемы там могут быть самыми общими. Проходите в павильон. Мы сделаем нормальную запись, извините, ради наших гостей. В наших внутренних делах мы разберемся. Я, к сожалению, не успела вам сказать это при выходе из павильона. Будьте добры, пожалуйста. Револьт Иванович, извините, пожалуйста, но вот сейчас такая была ситуация, что вас попросили выйти из павильона, запретили вам запись. Как вы к этому относитесь? Что это такое? Я прошу прощения, но вас не просили я могу ответить, да. Я сейчас охотно войду в павильон. Я всегда против какой бы то ни было избыточной конфронтации. Только в тех случаях, когда уже совсем невозможен, тогда, по-моему, можно идти на противостояние. А если есть возможность решить дело компромиссом, я всегда за компромисс. Револьт Иванович, я хочу к вам присоединиться и сказать следующее, что лично я, и, как полагаю, любой другой работник студии не против того, чтобы, если есть у молодежной редакции вопросы молодежного характера, чтобы они были заданы Анатолию Дмитриевичу Сахарову. Вне всякого сомнения. Простите, пожалуйста. Это я уже, так сказать, волнуюсь. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Но когда наша ситуация внутренняя складывается таким образом, что никто не поставлен в известность об этой записи, обычная ситуация делаются записи для разных редакций одного и того же человека, но это решается соответствующим образом, а не ставится в известность, так сказать, об этой записи в павильоне. И в данном случае у Жени Габовой, у любого другого сотрудника молодежной редакции была нормальная, прямая возможность, зная о том, что планируется такая запись, сказать, что мы хотим сделать еще одну запись. В данном случае я приношу вам свои извинения, что я, так сказать, начала выяснять отношения с редакцией в вашем присутствии. Еще раз примите мои извинения. И, пожалуйста, давайте... Васильевна, один вопрос можно? Да, пожалуйста. Вы считаете, что вот то, что сейчас произошло в павильоне, это внутренняя ситуация, это наши внутренние дела? Да, вы знаете, что касается дисциплины наших записей, то это наши внутренние дела. А то, что несколько раз, извините, а то, что несколько раз запрещалось выход Револьта Ивановича в эфир, это тоже внутренние дела? Вы знаете, я полагаю, что вы не правы, когда говорите, что несколько раз запрещался выход Револьта Ивановича в эфир. И, кстати, материалов, связанных с Револьтом Ивановичем, по крайней мере, 2 запрещалось. Значит, что касается этих 2 конкретных материалов, то по ним мы и с вами, Револьт Иванович, беседовали достаточно подробно. Я высказала свою точку зрения и в газете «Красное знамя», что это решение было, разумеется,
так сказать, были конкретные обстоятельства, связанные с предвыборной кампанией, с необходимостью предоставлять равные возможности кандидатам в депутаты. Мельников не так оценил. Мельников сказал, что не пустили в прямой эфир под дважды судимого. Он ничего не сказал о равных правах кандидатов. Ну, вы знаете, то, что сказал Мельников, это дело Мельникова, а я говорю, так сказать, за себя. Вы тогда здесь не работали. Беляев меня выгонял без вас, и Беляев меня выгонял не для того, чтобы предоставить равные права кандидатам, а для того, чтобы не дать мне выдвинуться от телецентра своей кандидатурой. Ну, вы знаете, это ваша трактовка событий, я действительно в них участия не принимала. Да. Я вошла Но в Беляев это мне прямо ситуацию. сказал, что он закона не знает и не желает его знать. Прекрасная идея, прекрасная позиция. Ну, а сейчас, я думаю, действительно закончим это. Да, пошли, конечно, пошли. Не надо никаких... Более молодежь. Давай. Год назад, 19 мая, Андрей Дмитриевич Сахаров в течение нескольких часов был в Сыктывкаре.